Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Понедельник, 17 марта 2025 года. В Башкортостане 10 часов утра. Самое время начать первый выпуск аспектов республики на наступившей уже неделе. Жду вас в нашем чате YouTube-трансляции. Жду вас также, если для вас это удобно, в чате трансляции в Telegram-канале. А также всех тех, кто смотрит в записи уже после того, как наш выпуск оказывается достоянием общественности. Как показывает практика, в последние недели, может быть даже месяцы, в понедельник вас всегда чуть больше, чем обычно. Скорее всего, большее количество людей ждут своеобразных итогов недели. Но мы, на самом деле, в итоге и подстраиваемся под этот запрос общественный. Поэтому по понедельникам, как правило, новостей чуть больше, чем в другие дни. И они, как правило, чуть более важны, что ли, чуть более содержательны по своей такой смысловой нагрузке. Поэтому сегодня выпуск не будет исключением. Давайте его проведем, как говорится, содержательно и максимально полно для того, чтобы удовлетворить, скажем так, запрос самой широкой публики. Ну а вы, в свою очередь, для этого присоединяйтесь к чату. Жду ваших сообщений. Пока еще не вижу, хотя вот уже первое пошло. Азат Network на своем боевом посту желает всем доброго утра. Давайте посмотрим, что к этому часу произошло в стране и в мире. Для этого у нас есть утренний выпуск новостей канала «Эхо Новости». Губернатор Астраханской области сообщил о ночной атаке ВСУ на объекты топливно-энергетического комплекса. По его словам, на территории одного из объектов начался пожар. Пострадал один человек. Ряд российских телеграм-каналов утверждает, что целью мог быть также военный аэродром в Ейске. Дональд Трамп заявил, что намерен завтра провести телефонные переговоры с Владимиром Путиным, передает агентство Reuters. Президент США уверяет, что есть очень хорошие шансы положить конец войне России против Украины. Дональд Трамп отметил, что намерен обсудить вопрос территории и контроля над Запорожской атомной электростанцией. Россия будет требовать гарантий безопасности для заключения мирного соглашения с Украиной, сообщил замглавы МИДа Грушко. Дипломат в интервью «Известиям» пояснил, что речь идет в частности о нейтральном статусе Украины и отказе от вступления в НАТО. Идею отправить в страну западных миротворцев он назвал абсурдной. Европа может отправить миротворцев в Украину без учета позиции России, заявил Эммануэль Макрон. В интервью изданию «Ле Парисьен» президент Франции подчеркнул, что Украина – суверенное государство и что вопрос о размещении иностранных сил должен решать Киев, а не Москва. Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым начальником Генштаба генерала Гнатова. Прежде тот командовал объединенными силами ВСУ, руководил обороной Николаева и Бахмута. Прежний глава Генштаба Баргилевич назначен генеральным инспектором Министерства обороны. Роскомнадзор пригрозил оштрафовать Telegram на 4 миллиона рублей за отказ удалить запрещенные стикеры, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. На прошлой неделе издание «Верстка» подсчитало, что суды России сочли незаконными 33 набора стикеров. Среди них мемы с Адольфом Гитлером, а также герб и флаг Украины. Ростех отчитался о первом полете лайнера «Суперджет» с российскими двигателями. В госкорпорации сообщили, что это стало началом летных испытаний в рамках программы импортозамещения. В прошлом году произошел ряд технических инцидентов с самолетами этой модели. Это были новости к этому часу телеграм-канала «Эхо Новости». Как мы видим, новости довольно любопытные, разносторонние. С одной стороны, продолжается трек по линии возможных переговоров и прекращения военных действий в Украине. По-разному можно относиться к этой перспективе, можно смотреть на этот вопрос с оптимизмом, с осторожным оптимизмом или даже с пессимизмом, не надеясь на то, что
одной из сторон, как минимум, это может быть выгодно, и эта сторона будет до последнего выдумывать всякие отговорки, выставлять неприемлемые условия и, в конце концов, сваливать со здоровой головы, точнее, с больной головы на здоровую, обвиняя во всех смертных грехах контрагентов по переговорам. Я думаю, вы прекрасно понимаете о том, чью сторону я имею в виду и кто таким образом себя будет вести для того, чтобы выглядеть, во-первых, в глазах и внутреннего потребителя, и мировой общественности в более выгодном свете, а во-вторых, выглядя в таком свете, продолжать ту политику, без которой представить существование сейчас и в будущем сам уже и не может, да и невозможно на самом деле представить, глядя на то, как война стала смыслом жизни, смыслом действия некоторых товарищей. Таким образом, надеемся, но надеемся осторожно. Вот, что касается других деталей, вот, например, Телеграма, который Роскомнадзор штрафует, это, конечно, забавные новости. Всякий раз думаю, что рано или поздно цензуре придется добраться и до Телеграма, как же иначе? Ведь это остается единственной, по сути, сегодня массовой и свободной площадкой, которая без блокировок доступна на территории России. Да, его используют и пропагандисты, и Кремль также успешно, может быть, даже успешнее намного, чем независимые средства массовой информации, но они вынуждены работать на конкурентном поле. Рядом с ними присутствуют другие, скажем, источники. Вот, например, мы присутствуем, и мне кажется, что рано или поздно доберутся. И вот это лишь звоночек, что стали пытаться заставить Telegram удалять какие-то там несчастные стикеры, картинки, по сути дела. И таким образом прощупывают почву, смотрят, насколько администрация мессенджера договороспособна, готова ли идти на контакт. В общем, на самом деле тревожный сигнал, на мой взгляд. Эта новость, казалось бы, курьезная даже, но она курьезная лишь на первый взгляд, согласно тому моменту времени, в котором эта новость звучит. Так, доброе утро, друзья, пишет Валерий. Хомахагас образованным культурным людям, пишет Марат. А также Азат пишет, что его поразило на этой неделе, как в Сербии звуковой волной разгоняли протест. Очень любопытная технология и печальная технология. Да, это, конечно, мягко говоря, действительно шок, потому что вроде бы никто физически на людей не воздействует, и обвинить власти в том, что они делают что-то противозаконное, антигуманное, довольно сложно. Да, конечно, если вникать в детали, обвинить можно, но, как вы видите, привычные дубинки, газ, пули резиновые, там, слезоточивый газ, все это дело не используется, и поэтому, конечно, это новое слово в действиях репрессивных механизмов. Ну, молодцы сербы, что так или иначе следуют задуманному, скажем так, тренду, и протест, который они начали, хотят довести до конца. Посмотрим, что у них там получится. Хотя, мне кажется, по большому счету, трек политики этой страны, он не может измениться из-за того, что вдруг один режим правящий сменится там на другой. Как мне рассказывал человек, живущий в Сербии, там нет антикремлевских, скажем, политиков. Там есть политики с разными взглядами по разным внутренним вопросам. А что касается внешней политики, там принцип един. Кто-то чуть более европейски ориентирован, кто-то менее, но при этом все так или иначе всегда пророссийские, прокремлевские даже, я бы сказал, ориентированы. Ну, в данном случае они не могут, конечно, делить страну и государство. Это мы с вами, граждане страны, которые больше разбираемся, скажем, в вопросах государственной власти внутри страны, можем себе позволить, скажем, говорить, что страна, люди – это отдельно, государство и власть отдельно. А что уж там, сербы какие-нибудь и вообще другие исторически сложившиеся друзья, они, конечно же, в этом смысле отождествляют для них
российский народ и та власть, что в Кремле, это одно и то же. И, мне кажется, знак равенства перечеркнуть в данном случае для иностранцев мы уж точно никак не можем. Ну что ж, давайте к новостям Башкортостана. Как я уже говорил, есть нам о чем поговорить. Начну с публикации в пруфах. Довольно-таки интересный формат ребята сделали, за что надо отдать им должное. Нас называли хабировскими. Башкирские общественники обсудили баймакское дело, Кукбуре и заказуху на БСТ. Что важно, за одним столом собрались сразу Сагит Исмагилов, сразу Файзулла Шахисламов. Оба в относительно недавнем прошлом были в гостями наших эфиров, я напомню. Дальше Урал Байбулатов, который предлагал дебаты с признанным иностранным агентом Русланом Габасовым, но они не состоялись. Ну и обозреватель пруфов Рамиль Рахматов, который сказал сразу же в начале мероприятия, что здесь он не как ведущий, а как один из участников круглого стола. Сам по себе диалог прекрасен в том смысле, что он есть. Диалог нужен, и здесь общественники так или иначе продолжают рассуждать, и, к счастью, есть возможность рассуждать у них на тему того, что же случилось в Баймаке и после него. Они тут обсуждают, соответственно, недавний фильм БСТ, который мы тоже не обошли с вами вниманием, ну, если фильмом можно назвать, да, некую компиляцию разрозненных видеофрагментов, в том числе, где ваш покорный слуга берет интервью у некоторых из названных персонажей. И вот тут, ну, например, Файзулла Шахисламов сказал следующее. Начну с того, что фильм Валитова из моего интервью журналисту Руслану Валиеву брали именно те моменты, которые интересны власти, сказал Шахисламов. А вот те моменты, где они взаимодействовали с командой Хабирова, почему-то в этот фильм не вставили. Получилось, будто бы я экспертное мнение давал как сотрудник полиции, действующий. Интересно, да? Ну, то есть Шахисламов объясняет, что, на его взгляд, не так сделали авторы этого фильма. Ну, тут я согласен, в этом фильме, конечно же, пропагандистская нарезка только выгодных с точки зрения авторов данного продукта материалы. В общем, тут обсуждают все-таки, имело ли место взаимодействие нынешней республиканской власти с активистами, часть из которых ныне находится под уголовным преследованием. Кто-то уже сидит, как Паиль Алсынов, а кто-то находится в эмиграции. Тут также разбирается то, каким образом, значит, ныне так или иначе, как говорит Рахматов, удивительным образом в одной лодке оказались, например, признанные иностранным агентом Ростислав Мурзаголов и Руслан Габасов. Некоторые выводы, надо сказать, короче говоря, из статьи вполне себе логичные и любопытные. Не то чтобы я согласен с самой постановкой вопроса, да, и с ответами, которые здесь прозвучали, но это диалог, это поиск ответов. Понятно, что здесь есть уклон в одну сторону, потому что другая сторона, находящаяся в эмиграции, никак не представлена. Ну, что уж тут поделать, есть ограничение времени. Хотя бы что-то как-то. Единственное, что хотелось бы пожелать читателям быть более вдумчивыми, скажем так, и делать выводы не только исходя из одной публикации, скажем так, но и анализировать и смотреть на другие точки зрения. Диалог конструктивный нужен, как пишет Марат Ф., и тут я, безусловно, согласен. Только этот конструктив должен именно присутствовать. Не должно быть, как иногда у нас получается, все скатывается в поиск виноватых. А кто уже все-таки виноват в том, что произошли баймакские события? Как будто сами по себе баймакские события – это зло, как на это ни посмотри. Баймакские события – это не зло, это прекрасный пример гражданского единения и проявления гражданского самосознания. То есть сам по себе факт того, что люди смогли собраться, захотели и пришли – это прекрасно. Во что это вылилось – это другой вопрос. И все-таки, если бы не
жесткие действия силовых структур, мы прекрасно понимаем, что история с Баймаком прекрасно, спокойно бы завершилась. Поэтому, если уж искать конкретных виноватых в конкретных последствиях, то давайте не будем, как говорится, показывать пальцем. Это уж точно не те люди, кто относится к активному гражданскому обществу. Да, там могли ошибаться, кто-то мог говорить, что не будет никаких задержаний, поэтому все приходите, не бойтесь. Хотя и не слышал, кстати говоря, ни из чьих уст подобного рода утверждений. Все прекрасно понимали, что риски есть, и поэтому активных призывов я, по крайней мере, не помню. И это, кстати говоря, абсолютно разбивает один из нарративов, с которым действует республиканская власть и ее прихвостни в лице так называемых правозащитников, в частности, которые винят во всем журналистов даже, которые, дескать, собрали там народ, а собирать его там не нужно было. Ну, это, я считаю, конечно, опять же, попытка подменить смыслы, перевалить с больной головы на здоровую, для того, чтобы истинные причины этих событий люди не обсуждали бы и не находили бы реальных виновных в этой истории. А виновных тут на самом деле и не надо искать отдельных, знаете ли, фамилии какие-то определять не нужно. Виной всему та ситуация, в которой оказались жители Башкортостана в целом и страны Российской Федерации в широком смысле этого слова. Тем временем весна очень скорая, судя по всему, вступила, да, в права в Башкортостане. Тепло, дождь сильный, вот вчера шел, по крайней мере, в части республики. И начался серьезный прям паводок, можно сказать, сильно раньше срока, чуть ли не на 2 месяца. Ну ладно, не на 2, а на месяц точно. И были кадры буквально в эти выходные, как дети или подростки гуляли по слабому льду реки Белой. И вот Башинформ, кстати, пишет со ссылкой на главу Кировского района Эльвира Нурдавлятова, который на это отреагировал. В социальных сетях появилось видео, в котором подростки гуляют по реке Белой в районе Кузнецовского затона. Это крайне опасное явление, поэтому еще раз напоминаю о рисках, связанных с выходом на лед. В весенний период лед бывает очень хрупким и непредсказуемым, подчеркнул Нурдавлятов. По его словам, в рамках профилактики «Тонкий лед» в школах и детских садах Кировского района неоднократно проводятся беседы, информируются родители через соцсети и родительские чаты. Важно, чтобы родители проводили беседы с детьми о безопасности, о том, что весной выходить на лед ни в коем случае нельзя. В общем, тут он прав, что уж греха таить. Хотя тут же я, конечно же, вспомнил собственные детские годы, опять же, при том, что был довольно-таки спокойным мальчиком, ботаником, но подобные шалости мог себе позволить, надо сказать, в порядке экспериментов, в порядке поиска ответов на вопросы и нащупывания границ дозволенного. Мне кажется, все-таки среди детей и подростков такое явление ожидать можно, скажем так. Особенно если они при этом ведут себя все-таки адекватно, то, наверное, сильно ругать не нужно, но нужно все-таки проводить разъяснительную работу, так скажем. Ну, хорошо, что в данном случае все хорошо обошлось, и у нас нет новостей о том, что кто-то провалился под лед, потому что иначе шансов на спасение практически нет. Они есть, но они очень маленькие. Итак, другим новостям. У нас, пользуясь случаем, проанонсирую, сегодня в непривычный день, но все-таки планируется выход программы «Аспекты городской среды», где мы с Олегом Арефьевым обсудим текущие новости городской инфраструктуры, прежде всего транспортной, в связи с последними новостями, прежде всего. И вот одна из новостей довольно любопытная. С мэрии Уфы взыскали около 1 миллиарда рублей за имущество муниципального управления электротранспорта, которое, в общем-то, исторически уфимской мэрии и принадлежало само по себе. Решение о компенсации вынес 18-й арбитражный апелляционный суд, что в Челябинске. Вот под этим имуществом, за которое мэрия должна денег, подразумеваются трамвайные и троллейбусные депо на улицах Хади и Давлетшиной, это первое депо, а также адмирала Макарова. Это депо
3, так называлось оно, троллейбусное, теперь, по-моему, 1, а также на Вологодской и проспекте Октября, то есть все известные ныне депо. Весь подвижной состав, автотранспорт, контактная сеть, здания и другие сооружения и объекты. С 2023 года мэрия добивается передачи имущества себе для организации пассажирских перевозок под ведением другой, опять же, дочерней структуры Управления инфраструктурой транспорта, МУП-УИТ называется данная структура. История давно длится, мы о ней говорить начинали еще, знаете ли, бытность, когда мы сидели в уфимской студии «Эхо Москвы», вот этот МУЭТ, УИТ, они уже тогда фигурировали, суды по разделу имущества уже тогда шли. В общем, тут темный лес и территория для разбора экспертами, поэтому давайте посмотрим чуть позже эфир аспектов городской среды. На фоне того, как уфимский мэр заслуживает даже мои похвалы, действуя в рамках спасения электротранспорта, эта новость, конечно, кажется важной и любопытной. Что же там, то ли пошло не так, то ли все это так, и по плану это всего лишь какие-то формальные процедуры. Опять же, мы же рассчитываем, что какое-то будущее у нас все-таки есть где-то там за горизонтом, а в этом будущем хотелось бы все-таки видеть нормальный город, который можно развернуть в сторону цивилизованного развития общественных пространств. В этом смысле сохранение электротранспорта – это важная деталь, важный кирпичик, фундамент будущего развития. Ну и опять же, жить сейчас надо, люди есть, им надо передвигаться, поэтому, конечно же, мы полностью за то, чтобы этот вопрос решался в позитивном ключе. Дальше. Коррупционная тема вокруг Хабирова и его подчиненных продолжает нас снабжать все новыми и новыми подробностями. Мэра Бирска арестовали по делу о взятках и продаже исторического дома. Суд отправил в СИЗО до 13 мая главу администрации города Викторию Бурдину и ее заместителя Сергея Гайтанова. Их обвиняют в получении взятки, посредничестве при передаче взятки и злоупотреблении полномочиями. По данным следствия, в декабре 2024 года Гайтанов получил от представителя фирмы-подрядчика деньги за подписание актов выполненных работ муниципального контракта по благоустройству парка «Соколок». Гайтанов, считают силовики, передал главе администрации, внимание, 30 тысяч рублей. За это вознаграждение глава муниципалитета якобы оказывала общее покровительство компании. Да. Кроме того, чиновникам вменяют продажу объекта культурного наследия «Дом Коновалова» по заниженной цене. По данным следствия, администрация реализовала его частникам за 3 миллиона 100 тысяч рублей. При этом ранее прокуратура вносила представление, предостерегая мэрию от продажи объекта по этой цене. В общем, в надзорном ведомстве уточнили, что оценочная стоимость объекта составляет аж 5,8 миллиона рублей, то есть городскому бюджету нанесен ущерб минимум в 2,7 миллиона. Ну, опять же, смотрите, да, то есть какова коррупция, каковы масштабы? Ну, вообще, с точки зрения здравого смысла, кажется, конечно, это обвинение бредовым. Вот как бы мы с вами не ругали всех чиновников, там, ненавидели хабировскую управленческую команду и не хотели бы, чтобы все эти люди исчезли в никуда, надо быть объективными. И мы должны видеть, что тут какие-то смехотворные вообще обвинения. 30 тысяч рублей я вообще, как говорится, даже обсуждать не хочу. А вот что касается продажи дома, давайте помнить, что, скорее всего, дом имеет историческое значение, раз он имеет такое название, как дом Коновалова. Значит, скорее всего, требует вмешательства, ремонта. Как мы понимаем, денег у государства на это нет, и как бы и неправильно на самом деле вкладываться в ремонт подобного рода объектов за счет бюджетных средств. В то время как можно привлечь к реставрации и обновлению деньги частников. В случае продажи дома в частные руки именно это и делается. В Бирске, кстати говоря, в ходе реализации проекта по благоустройству малых городов страны прекрасная центральная площадь была организована. И это не форма, знаете ли, словесная, а это действительно так экспертами, видными, ведущими, урбанистами, в том числе теми, кто сейчас находится в эмиграции, это признано. И это то, чему можно поучиться и посмотреть.
опять же, сработали в этот момент, в том числе и чиновники неплохо, передав объекты, которые там находились, объекты недвижимости в руки тех, кто мог ими заняться и привести в цивилизованный вид. Вот эта история с коррупцией, похоже, что часть именно тех процессов обновления, сохранения исторического наследия. Чиновники, судя по всему, попытались сделать как лучше, а в итоге их за это же привлекают. Ну, опять-таки, сомнительно, что отдавали предпочтение одному заявителю во вред другому за взятку в 30 тысяч рублей. Если это так, то это то, за что можно пожурить, может быть, оштрафовать, в конце концов, заставить вернуть взятку, я не знаю, взяткодателю или, может быть, в бюджет, я уж тут не знаю точно. Но, в общем, яйца выеденного история как будто бы не стоит на самом деле. И кажется, это все охотой на ведьм, опять же, внутривидовой борьбой, скажем так, когда кланы друг друга пожирают, а кланы, как известно, это не только нечто крупное, что может быть в больших столичных городах, они присутствуют где-то и в районах, и в городках, таких как Бирск, тут нет никаких сомнений, всегда есть какой-нибудь чиновник, который ненавидит своего соседа, скажем так, по коридору, обитателя соседнего кабинета и хочет его оттуда высадить, как говорится, и занять его место. Поэтому не удивляемся. Дальше идем. И к главному переходим. В минувшие дни поступили свежие данные по поводу того, как развивается баймакское дело. Мы его с вами сегодня уже упоминали в начале, ввиду внимания к статье пруфов. И вот что теперь мы можем с вами констатировать. Промышленный районный суд Самары еще 3 марта огласил приговор еще 5 фигурантам баймакского дела. Айгизу Абсалямову, Раилю Галину, Вадиму Кагарманову, Айсуру Тулыбаеву и Айгизу Уразаеву. Согласно этим данным, Абсалямова приговорили к 4,5 годам колонии. Тулыбаева к 4,5 годам также. Уразаева аналогично к 4,5 годам. Кагарманова к 4 годам и 11 месяцам. И Галина к 5 годам колонии. Согласно карточке на сайте суда, всех 5 обвиняли в участии в массовых беспорядках по части 2 212 статьи УК и в применении неопасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти. Это часть 1, статья 318 УК. Значит, суды, мы напомним, продолжаются, и буквально в эти дни, соответственно, идут новые процессы. Соответственно, давайте скажем по еще одному, скажем так, из них данные. Прокуратура в суде Оренбурга запросила реальные сроки фигурантам баймакского дела. Причем в данной группе одна из фигуранток – это женщина. На наступившей уже неделе, на прошлой неделе в промышленном районном суде Оренбурга завершилось судебное следствие по очередной группе. К этой группе относятся Азамат Аминев, Ильмир Ахатов, Азат Кусарбаев, Айдар Магадеев, а также Сания Узянбаева. По данным сообщившего данную информацию активиста, прокуратура попросила приговорить Кусарбаева, Магадеева, Ахатова и Узянбаеву аж к 10 годам колонии каждого. Обратите внимание на эту цифру. Только что мы говорили о приговоре, который был вынесен на днях в Самаре. Этот приговор относительно мягкий. Давайте все-таки вещи называть своими именами. Относительно, разумеется. Понятно, что мы не считаем его справедливым, но здесь всем фигурантам вынесли 5 и менее лет. Кстати, тем самым вроде как оставляя шансы оказаться в числе амнистируемых, если таковая амнистия все-таки будет объявлена к 9 мая, и в этой амнистии сохранится тот пункт, который предложен инициаторами из числа депутатов Госдумы партии КПРФ. Там есть фигуранты по части 2 212 статьи, то есть участники массовых беспорядков, не организаторы.
Так вот, возвращаясь к суду, который в Оренбурге может вынести приговор. Прокуратура здесь запросила, как я уже сказал, 10 лет нескольким фигурантам, а также Аминеву 8 лет. То есть все равно это больше 5, сильно. По словам еще одного собеседника, журналистов, гособвинение запросило и Аминеву, тому же самому все-таки не 10, а 8, не 8, а 10 лет. Ага, то есть всем, судя по всему, там запросили такие высокие сроки. Тут дело в чем? Тут участие в массовых беспорядках у них такое же, и также неопасное для жизни, и здоровья в отношении представителя власти применение средств. То есть те же самые статьи, по сути дела, но почему большие сроки остаются загадкой. Значит, что известно о фигурантах? Давайте некоторых из них вспомним, скажем, да? О задержании сотрудницы продуктового магазина из Сибая Сании Узянбаевой стало известно в конце января 2024 года. Активисты рассказали, что женщину задержали вместе с сыном Данисом, который впоследствии также стал фигурантом баймакского дела. Узянбаева – одна из 3 женщин, которые обвиняют в ходе этого баймакского дела. Родственники Узянбаевых ранее отказывались от общения с журналистами, однако их знакомые на условиях анонимности уточнили некоторые детали. По их словам, Сания и Данис Узянбаевы 17 января 2024 года оказались на площади у Баймакского райсуда по чистой случайности. Приехав в Баймак к родственникам, они пошли в магазин стройматериалов, расположенный рядом с судом, но он оказался закрыт. Они решили посмотреть, что делается на площади, а там уже начались столкновения. Силовики пускали слезоточивый газ, и один сотрудник полиции подбежал к ним и брызнул Сание в лицо из газового баллончика. Газ попал ей в глаза, она начала плакать, и тут Данис, естественно, возмутился, заступился за мать. Он схватил кусок снега и бросил в сотрудника. В тот момент их не задержали, и они уехали из Баймака. В итоге задержали 22 января Узянбаеву в Сибае в магазине «Пятерочка», где она и работала. Ее привезли в отдел полиции по Баймакскому району и заставили позвонить сыну Данису. По словам знакомого Узянбаевых, Данис в те дни планировал уезжать на работу вахтовым методом на севера. Как нам рассказали полицейские по телефону, ему заявили: если не придешь, то маму закроем, а приедешь, скорее всего, закроем только тебя. Он приехал, но маму все равно не отпустили. В общем, методика, стиль работы ровно тот, к какому привыкли, скажем так, да, и опять же, к большому сожалению, ничего нового здесь мы с вами не слышим. Ой. В общем, баймакское дело продолжает развиваться так же, как оно двигалось и до сих пор. Никаких сюрпризов, никаких изменений. А система, маховик этой самой системы действует по накатанной. Особых каких-то новых изменений здесь мы, к сожалению, не видим. В общем-то, с другой стороны, и не надеемся. Так, то Бабовна пишет: особенно возмущает прокурорский запрос Сание Узянбаевой. Вы, наверное, имеете в виду тот срок, который запросила прокуратура ей. Да, конечно же, 10 лет, еще раз подчеркиваю, прокуроры запросили. 10 лет, вот давайте вдумаемся хотя бы немножечко в эту цифру, потому что вот мы озвучиваем и дальше идем, вроде бы цифры прозвучали и все. Просто сравним эти цифры с какими-то известными нам примерами других приговоров, с теми приговорами, которые выносят в отношении убийц, в том числе серийных, приговоры в отношении коррупционеров выносят. И сравним вот в данном случае с приговором хрупкой женщине, которая, еще раз, ничего не сделала, то есть не причинила никому вреда. 10 лет колонии и человек, который ничего не сделал, в том смысле, что не причинил никому вреда. Я еще раз напоминаю, что можно интерпретировать эти события как не совсем цивилизованные, не совсем в рамках закона. И если так действовать, то, может быть, было бы где-то справедливо или хотя бы отчасти логично
привлечь к административной ответственности тех жителей, кто там, я не знаю, бросали в лица полицейских действительно снежки. Хотя почему бросали, опять же, мы с вами прекрасно знаем. И заставить заплатить штраф 5000 рублей, например, чтобы в следующий раз не было желания действительно вступать в уличные бои, как их считают власти. Все. Понятно, что речь о том, чтобы по уголовной статье преследовать и запрашивать такие людоедские буквально сроки, просто не может идти. Вообще, будь в стране возможность вести цивилизованный диалог, дискуссию, будь возможность в стране проводить независимые суды, разумеется, этот процесс был бы в центре внимания журналистов. Я не знаю, заседания этого суда велись бы буквально, транслировались бы, точнее, в прямом эфире чуть ли не на федеральных каналах. И мы бы видели буквально каждое слово тех участников, которые, присутствуют в зале заседания. Не только самих фигурантов, но и судей, разумеется, прокуроров и так далее. И адвокаты совершенно разные, самые удивительные, участвовали бы в этом процессе. И общественность посещала бы эти заседания. И, скорее всего, до приговора даже дело бы не дошло, потому что суд был бы вынужден, скажем так, прекратить дело за отсутствием состава, по крайней мере, того преступления, которое легло в основу этого уголовного дела. Но это все, конечно же, скажем так, глупые мечты, которые с реальностью не имеют вообще ничего общего. Тут волей-неволей вспоминаю несколько лет назад, уже лет 10, получается, назад, и более, на центральных каналах популярными были так называемые реалити-шоу, где суды шли. Помните, федеральный судья, суд идет, они там на разных каналах были и назывались по-разному. И эти передачи, разумеется, были постановками, если кто-то верил в них, спешу разочаровать. Но в основу этих постановок иногда ложились более или менее реальные истории, которые имели место в прошлом. И чем примечательны, скажем, эти были программы? Тем, что они создавали ложные впечатления у аудитории в том, что суды в стране объективные, что судьи заинтересованы в поиске ответов на сложные вопросы. И иногда они, эти самые судьи, обнаружив новые обстоятельства, переворачивают дело с ног на голову. Помните, как обычно эти программы завершались? Точнее, как начинались и как завершались? Начиналось все очевидно. Вот виновный, все, факты против него, прокурор говорит, все очевидно. Казалось бы, никаких вопросов нет, выноси приговор. И потом в процессе какой-нибудь там свидетель появляется, и вау, все переворачивается с ног на голову. Оказывается, подсудимый невиновен. И вот по большому счету, не было ли это частью вообще промывания мозгов, массовой пропаганды, чтобы у людей сложилось впечатление о том, что судебная система в стране справедливая. При этом, по факту, уже тогда мы знаем, что процент оправдательных приговоров был меньше 1, десятые доли. Сейчас еще меньше. Поэтому, конечно же, это было все-таки частью большой пропаганды, на мой взгляд. Ой. Вот Фаниль пишет. Власти вовремя подсуетились. Статья 212 УК не может рассматриваться в суде присяжных. Да, не смешно, конечно, в этом смысле. Хотя если бы, например, суд присяжных был даже сейчас, даже в этих условиях можно было бы рассчитывать на то, что они все-таки признали бы подсудимых невиновными, вынесли бы оправдательный вердикт. Можно. Вообще, конечно, опять же, у нас суд присяжных формально существует, но количество категорий, скажем, дел, по которым он возможен, они практически сведены к минимуму. Я не слышу в последнее время, что где-то по каким-то важным делам решение принимал суд присяжных. Хотя, помню, в 90-е годы возвращение данного института считалось таким важным достижением демократических преобразований. Этим гордились представители власти, президент Ельцин в частности. И постепенно эти полномочия у суда присяжных даже расширялись, насколько я помню. Не сильно, но расширялись.
Вот. А теперь, конечно же, это никак не укладывается в ту парадигму и в ту логику, в которой действует нынешний политический режим. К другим новостям, дорогие друзья. Тем временем у нас же и другие дела уголовные есть. Так вот, суд по делу учителя Камиля Ахмедзянова, которого обвиняют в сексуальных действиях в отношении учениц, перенесен на сегодняшний день. Камиль Ахмедзянов – это учитель ОБЖ, которого обвиняют аж с 2019 года. И суд переносится в отношении него аж в 4-й раз. К чему бы это? Вот я эту новость беру и хочу на нее обратить внимание в той связи, что когда нам сообщают о педофильских каких-то делах, общественное мнение тут же складывается однозначно. Ой, ужас, ужас, преступник казнить, я не знаю, там, обезглавить и без суда и следствия желательно. Потому что виновен по определению, никаких судов не требуется. Все же и так ясно. Судя по всему, не всегда и не все так ясно. Мы с вами знаем, по крайней мере, у нас были эфиры, посвященные этой тематике, еще во времена «Эхо Москвы», о том, как работают сегодня эти статьи. Приходит женщина, какая-нибудь бывшая жена какого-нибудь видного деятеля, и говорит, что, знаете, 10 лет назад этот нехороший человек, который был тогда моим мужем, показал нехорошие места ребеночку двухлетнему, и у ребенка возникла травма. И вот эти вот действия, которые ни доказать, ни проверить невозможно, признаются, значит, сексуальными действиями развратного характера в отношении несовершеннолетних. Ну, это абсолютный бред во всех проявлениях. Да? Давайте не будем сейчас в подробности вдаваться. Я думаю, это очевидно. Но этих слов достаточно следствию и суду, чтобы человека отправить за решетку на длительный срок. К сожалению, такова практика сегодняшнего времени. И вот то, что здесь суд по учителю откладывается, наверное, все-таки относительно позитивный признак. Ахмедзянова обвинили в совершении сексуальных действий в отношении несовершеннолетних. По версии следствия, в период с сентября 15 по май 16 года он совершил иные действия сексуального характера в отношении 3 несовершеннолетних учениц. Дело появилось на свет после публикации видео, на котором учитель обнял и приподнял девушку-спортсменку. По его словам, так он выразил свою радость по поводу победы юной гимнастки на соревнованиях. То есть, понимаете, да? Девушки эти явно уже не девушки, да, они взрослые, ну ладно, не взрослые, но вполне себе зрелые женщины, да, им по 25, может быть, больше лет. Почему бы им самим, интересно, не выйти и не объяснить следствию и суду, что ничего такого не было? Хотя что-то мне подсказывает, что это бесполезно. Если уж маховик завертелся, то объяснений от так называемых жертв уже никто не ждет, потому что и без них достаточно якобы фактуры для того, чтобы навесить уголовное дело. Дальше. Депутаты Госсобрания Курултая не дремлют и намерены принять очередной закон, по которому выплаты в связи с гибелью участника войны будут получать взрослые дети. Так и хочется сказать. Депутаты, где вы были раньше? 3 года уже война идет. А вы все еще не разобрались, как говорится, с тем, как вы собираетесь всех героев поддерживать. Только-только доперли до того, что в связи с гибелью участника деньги можно выплатить также взрослым детям, а не только супругам, женам, которые, как мы знаем, возникают из ниоткуда и уходят в никуда. Есть у нас уже целый ряд примеров, когда мужчины женятся накануне отправки в зону боевых действий, а потом, придя в себя, понимают, что это все вообще какой-то ужасный сон. И сама свадьба, и подписание контракта, все это произошло в период, как говорится, в бессознательного состояния. Вплоть до таких случаев мы с вами знаем. Ну вот, как говорится, оказывается, не все они могут сделать вовремя, я имею в виду наши власти. И вот они пишут, что согласно законопроекту на выплаты в размере 2 миллионов рублей смогут претендовать также несовершеннолетние дети. Совершеннолетние, важно. Если других членов семьи у погибшего нет, только в этом случае. То есть реально те, кому выплаты, по идее, по логике,
должны были полагаться, и это как бы не является каким-то удивительным открытием, до сих пор на это не претендовали. Вы представляете? То есть они, значит, у нас хвалятся, у нас год участников объявлен, у нас там, я не знаю, все вокруг схвачено, все кругом вокруг поддержка день и ночь, значит, со всех утюгов. Но даже элементарного решения о том, что дети, совершеннолетние в том числе, если других родственников нет, вправе получать деньги, этого решения у них не было. Да ну нафиг. На вас, как говорится. Вовремя такие вещи делать надо. Дальше. В аспектах в конце прошлой недели вышла любопытная, неожиданная новость для меня. В Германию отправили первую партию башкортостанской гречки. Представляете? Россельхознадзор по Республике Башкортостан проконтролировал 20 тонн гречневой крупы, подготовленной для экспорта в Германию, предприятием из Мелеузовского района. Пробы прошли лабораторную экспертизу. Опасных карантинных организмов не выявлено. Гречневая крупа соответствует требованиям фитосанитарной безопасности стран Евросоюза. По данным ведомства, продукция получила фитосанитарный сертификат и выпущена в обращение. Интересная новость. Я ничего против сотрудничества не имею, конечно, но в цивилизованное время, когда идет взаимная торговля и идет, как говорится, бурным потоком. Вообще Германия исторически, вот все последние 30 лет до введения санкций была всегда торговым партнером номер один России. То есть по сравнению со всеми другими странами самый большой торговый оборот взаимный был именно с Германией. И причины этому понятны. В общем, объяснять никому не надо. И хотелось бы, наверное, чтобы в конце концов так оно и было. Но сейчас, откуда берутся такие новости? Прям странно. Она, конечно, не исчерпывающая, я имею в виду новость. Не все понятно вообще, что источник данной информации. К сожалению, у нас иногда вот такие заметочки появляются. И сложно понять реально первоисточник, но сообщил об этом очень массовый паблик в башкирской информационной среде. Уфа РБ называется, у него очень много подписчиков. Ну ладно, не такая важная информация, просто очень любопытная, такая, скажем, вызывающая определенные мысли. Дальше. Что сказать? А в общем-то дальше сказать-то и нечего, друзья. Новости наши исчерпаны к этому часу. Вот так вот. Поэтому я пожелаю лишь всем хорошего дня, продуктивной рабочей недели. Будьте здоровы и вообще не забывайте смотреть наши эфиры. У нас сегодня «Аспекты городской среды» в 12:30 с Олегом Арефьевым. А завтра, помимо утреннего эфира, у нас планируется интервью с известным фотографом и Z-активистом. Обращаю ваше внимание, по фамилии Филиппов, по-моему, зовут его Роман. Евгений Коноплин пригласил его в эфир, и они собирались еще вчера выступить, провести интервью, но вчера случились непредвиденные обстоятельства, технические реально. Поэтому пришлось перенести, и во вторник планируется сия встреча. Можете присоединиться, скажем так, к пулу тех, кто будет задавать этому гостю вопросы. Я надеюсь, Евгений на этот раз на чат обратит внимание. Вот. Нечасто у нас в последнее время, надо сказать, присутствуют такие люди. А вообще Z-активисты, скажем так, низовые, они у нас, по-моему, практически не присутствовали. Я особо не вспомню. Возможно, Разиф Абдуллин приглашал, я как-то не особо. Но у меня точно их не было в последние годы. Так, здесь вижу, человек без ника что-то пишет. Ой, бред. Ну ладно. И все-таки еще раз мы с вами прощаемся. И до новых встреч, как говорится. Наша новая встреча не за горами. Я в этом уверен. Всем пока.